Более 200 представителей молодежи сегодня пришли в спортивный комплекс Дахсун, чтобы сдать комплекс ГТО. Одна из дисциплин – это подтягивание, что я сейчас и попробую на ваших глазах. Сегодня по инициативе Министерства спорта, по инициативе общественной молодежной организации «Молодая гвардия», лидеры общественных организаций, учащиеся наших учебных заведений пришли сдавать нормативы комплекса ГТО, которые вводятся по всей России. И, наверное, молодежь здесь должна быть самой активной и, как говорится, самой той, которая сдает только на золото. Мы отмечаем, что здесь на призыв нашей молодой гвардии откликнулись многие общественные организации. Здесь я вижу и молодежный парламент, здесь я вижу и педагогические отряды, и наши землячества, Якутский союз молодежи. Поэтому думаю, что они подают пример, и во всех учебных заведениях, в школах, где, как говорится, обучается и работает наша молодежь, все будут сдавать эти нормативы. Комплекс, он разделен по возрастным группам. Каждая возрастная группа имеет свои нормативы. В год один раз сдаются нормативы. Градация возрастная разная, да? Есть и для школьников, есть и для среднего поколения, есть и для старшего поколения. Ну, допустим, наше поколение тоже имеет свои определенные нормативы. Министерство спорта работает над тем, чтобы создавались группы по приему этих нормативов. В большей степени, наверное, это будет на базах спортивных сооружений, на базах общеобразовательных учреждений. И, конечно же, будут, наверное, работать наши учителя физкультуры, тренеры по видам спорта. Ну, хотел попробовать себя, готов к труду и обороне, посмотреть на себя, как я буду сдавать вместе с остальными участниками. Ну, просто спортивный интерес. Ну, пока все хорошо, золото, слава богу. Что сдал? Бег и турник, и прыгань, как там? Прыжок, да. Сам я легкоатлет, поэтому, слава богу, легко. Интерес у участников появляется, да? Здоровый образ жизни, пропаганда спорта и здоровья. Ну, не бойтесь, проверяйте себя и удачи. Ну, данное соглашение, они подписаны для того, чтобы поэтапно внедрять Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО по нашей республике. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» предусматривается в течение 3 лет. В этом году, в 2015, это образовательные учреждения. В следующем году это те предприятия, все, которые производственные. И в 2017 это повсеместное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Я думаю, что та задача, которая стоит перед Министерством спорта при внедрении этого комплекса, это здоровый образ жизни и привлечение как можно большего количества населения нашей республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом.